Ягоды уже зрелые, уже выпадают. Все, сезон заканчивается. Брусника тоже отходит уже от куста. Вот она, красота-то какая. Вон брусничные места тут. Выйди туда. Поколда че? Уйди. Вон. Мешаешь. Фотосессия. Вкусно. Прям наслаждаюсь. Но здесь мелкая, не такая крупная. А бывают места, так и попадаешь. Вон сколько их. Вы не представляете, как она вкусная сейчас. Октябрь месяц. Действительно, вот сейчас вкус брусники чувствуется. Ай да где? Ладно, рядом. Ай да не знаю. А, вон летит. Ага. Тоже заросло все. Ну все, наверное, буду обратно возвращаться по дороге и в обратном направлении буду идти. Здесь, конечно, заманчиво тоже. Заманчиво тут ходить, смотрите. Вроде как приятно, хорошо тут. Но я туда не полезу. Там, ребята, гиблые места. Ну, с полкилометра, наверное, от более-менее еще. Крепкий мох. А там уже все сыро начинается. Ну, нет. Я один раз там ходил. Больше не пойду. Все, хватит. Я узнал это место. Можно, конечно, здесь по тайге круг сделать. Здесь вообще отличное место. Но это как-нибудь другой раз будет охота в этом месте. А сегодня обратно я пойду в другом направлении. По этой дороге, только в другую сторону. Еще там побродим и уже будем возвращаться. Здесь, наверное, средняя просека идет. Зачесы какие-то старенькие есть. Да, думаю, средняя, не квартальная, а средняя. Там север. Там север. Тут кто-то ломал, что-то отмечал. Непонятно, кто что тут делал. Там тоже, не знаю. Не то человек, не то зверь, хрен его знает. Ладно, пойдем. Сейчас пойду к рюкзаку. Я рюкзак оставил там тоже с полкилометра. Вот. Ну, меньше, наверное, метров 400. И буду возвращаться к рюкзаку. И там будет у нас небольшой обед, перекус. План недалеко, айда. Иногда бывает там круги такие делаешь, что далеко уходит. Там кедрач. Все хочу кедрач вам показать. Кедрачей у нас дефицит, но он стоит. Стоит потому, что у нас их не вырубают. Вот это кедрач, ребят. Их не вырубают, оставляют на семенники. Ну, пусть размножаются, но бесполезное дело. Все равно единичные штучки растут. Вот тоже кедрач молодой. Все равно их так много не будет. Свое количество вырастает и все. Сколько природа дает. Вот кедрач. Вот, молодой. Все равно здесь будет расти елка, сосна. Что природа дала, то и растет. А это единичные штучки.
Кедрачей у нас вообще дефицит мало, очень мало. Бывает так, ну, по несколько штук. А вон еще кедрач, вот, оставляют. Нет, их не вырубают, ребят. Да, вон кедрач. Это не Сибирь, это Республика Коми. И в нашем районе, где я хожу, где охочусь, кедрачей очень мало. Бывает охота шишки там от кедрачей собрать, набрать, но мало их. И они без сучьев, ствол. Они высоко, эти шишки. И Айда прибежала, вон идет. Там дальше еще кедрач. Бывает, так глухарь сядет на кедрач. Интересно так. Сегодня, не знаю, получилось не со съемкой. Ай, не привык я еще, наверное. На фоне вырубки еще поговорим. Я, наверное, еще не привык к своему карабину. Я таскаю целый день с карабином. И привык с мелкашкой и стреляю с мелкашки, что глухарей, что косачей со 100 метров. И возможность у карабина больше, можно стрелять и 200 метров, но пока не привык. Все хочется, ну, боюсь, что не попаду или еще вот приближаюсь до 100 метров. Можно было и со 150 сегодня выстрелить, если бы знали, что не подпустят нас. Если так будут вести птицы, я буду стрелять с больших расстояний. Попробую хоть постреляю, а то уже третий день, второй день, целый день вот на плече оружие вот таскаю и ни одного выстрела. Это же не так приятно. Еще сегодня будут, еще есть хоть какой-то шанс кого-то увидеть, подстрелить. Собаки тоже пришли. Чего там увидела? Ладно, ребят, сейчас будем обедать. Сейчас пойду к этим, как сказать, к рюкзаку и будем обедать. Ну все, ребят, сел я отдыхать. Минут 15 я точно посижу тут. Покушаю, чай попью. Собакам тоже принес хлеб. Заслужили. Набегались уже. Набегались. Подожди туда. Как ты будешь есть, на? Сейчас скоро покушаю, потом еще дам. Я тоже колбасу взял, сыр. И все. Краковская колбаса. Вкусно. Пока тишина. Уйди.
Потом дома покушаете нормально. Для них тоже много еды я не буду таскать. По куску хлеба себе, им и все. А дома уже накормлю. Любая мелочь, скажем, хоть термос, скажем, я литровый уже не взял, пол-литра, а вес. Также хлеб, там сыр, колбаса, еще другие вещи. Плащ этот тяжелый, блин, тоже. Надо было пленку взять. Ну, плащ такая, тонкая пленка. А этот из хорошего материала, но он тяжелый. Не люблю я тяжести таскать. Стараюсь все полегче брать. Как посмотрю, там некоторые охотники рюкзак за собой таскают больше себя. Это только вещи у них. Всякую херню таскают, блин. Ну, пошел он с этим рюкзаком, полный набитый всякой ерундой. Подстрели ты 3 глухарей. Вот подстрели и еще возьми эти глухари. И давай 10 километров, марш-бросок такой. Ох, какой марш-бросок получится. Тяжелые они. Свой 2-метровый рюкзак, полный набитым всякой ерундой, еще 3 глухаря туда. Надо минимум взять. Плотно позавтракать. И взять вот такой сухпайок. Если с ночевкой, облегченный вариант, это всякие крупы сейчас продает для варки, там быстро варится там в пакетиках. Не надо консервы таскать в стеклянных банках. Как вот я смотрю тоже канал, но не в обиду, вот там Грибобас и Джон Клюкер там в походы ходят. Я смотрю, что там они таскают с собой. Мама, не горюй, всякие банки, склянки, такой вес, рюкзак такой. Вкусное мы едим дома, а в походы надо ходить, кушать кашу и более легкие продукты надо с собой таскать. Хоть на технике, хоть где. Скажем, по такой воде, вот скажем, сейчас на реке воды мало. Если эти банки, склянки там загрузить. Как спартанцы надо жить. Спартанцы в тайге. А вкуснятина уже дома можно есть. Я что взял? Вот. В основном сейчас на каше сейчас вот в избушке каша, творог, и суп еще, вот, еще варю. Самое тяжелое из моих продуктов это картошка. Вот я картошку привез, вот ведро. Она тяжелая. Тяжелый груз. Зачем я это рассказываю? Не знаю. Просто вот я сейчас оцениваю свой рюкзак, и хоть в принципе там ничего такого и нету, но все равно вес есть. Но у меня этот плащ тяжелый. Вот. Да, это у каждого свое дело, как, что любит, то и берет. Это их дело, можно сказать. У меня рюкзак солдатский, как-нибудь покажу. Вообще, как я переделал этот рюкзак. Лишнее убрал. Где что зашил там.
В принципе, можно как-то показать. Отличный рюкзак получился. У меня старый рюкзак вообще сгнило уже. Сколько там я этим рюкзаком ходил. Очень, уйди. Очень много ходил, очень много дичи я в нем перетаскивал. Много чего этот рюкзак видел. А сейчас вот перешел на солдатский рюкзак. Новый рюкзак. В общем, сейчас я отдыхаю. Сейчас еще покушаю. И дальше пойдем. Пока тишина, ребят. Пока тишина. Больше 2 глухарей ничего не видели. Вот 2 глухаря там, они уже, видно, сидели. Они уже эти иголки, наверное, от сосны уже клевали, ели. Не взлетели, они не на земле были. Я даже не мог подумать, что там кто-то есть. Обычно я так сразу присматриваюсь. Уже не раз такие случаи бывало. Выходишь на вырубку, а там они сидят уже. И сегодня, оказывается, тоже сидели. Но и не заметил сразу. Как начали трещать они от собаки, там на собаку трещали. Да, трески такие идут у глухарей. Копалуха одним звуком. Ну-ка, уйди. Все, мешаются. Ой, камера сейчас упадет. Тулан, уйди. Короче, все, мешают они мне. Собаки разбежались кто куда. Смотрите, какую гущу леса мы зашли сейчас. Остановился, чуть-чуть передохнул. Там тучи и дождик начался. Не знаю, плащ надевать, одевать или нет. Ой, блин, погода портится. Хреново дело. Пока тишина, в одном месте только Айда что-то залаяла, но даже не пошел туда. Очень далеко было и так лаяла, как будто маленький зверька лает. Или куница, или белка, похоже на то, но не боровая дичь. Сейчас свистну еще, попробую. Все набились, вот, смотрите, сколько у меня манков, всяко разных. Все забиты иголками и мусором вообще. В этом месте тоже обычно бывают рябчики, взлеты, как всегда. Каждый год встречаю тут. Вон туланчик появился. Туланчик идет. О, непрерывно. Непрерывный лай. Это, ребята, боровая какая-то. Это уже боровая дичь. Ладно, схожу, это по пути нам. Там завалы впереди. А мы обойдем вот тут. Ладно, пойдем сходим. Что-то оставляет и лает опять. Кого она там лает, интересно? Сейчас уже сюда подбежала она. Сушняк там. Нехорошо как-то лает. Опять оставляет, туда-сюда бегает. Не вижу никого. Собаку не вижу. И на деревья так тоже смотрю. Приятное место тут. Здесь пожар раньше был. И лес начал выходить уже. Чего она перестала лаять, интересно. Бывает так, зачастую она оставляет.
хотя птица там еще сидит. На вершинках точно никого нету. Тулан летел. Где собака, интересно? Блядь, Айда уже здесь. Ну, не может ориентир тоже взять. Где-то над головой, наверное, здесь сидит. Вон, смотри. Не может определиться. Иногда бывает тупит. Бывает тупит иногда. Блин, дождь еще начался. Ладно, ребята, сейчас я пока выключу. Буду разбираться, кто-то есть или нету. А потом уже расскажу, как все было. Если заранее увижу, конечно, включусь. Но вот там как-то подозрение там даже. Уже здесь, вероятно. Ну, точно не понимает. Если кополуха, то она на нижних ветках сидит. Глухари обычно на верхних этажах. Ну, опять, да. Чё? Не определилась? Там хорошие сосны тоже. Ох, блин, дождь такой начался. Все деревья уже просмотрел. Нифига. Поглянем, что тут у нас. Тут свежие глухариные следы, ребят. Глухариные следы тут. У нас еще так и тут глухарь был. Медведь тут начинал копать, видно. А глухариные следы свежие. Или кополуха, или глухарь. Вот не раз сюда приходили. Ну вот. Где? Может, он сразу и улетел. Потом Айда чувствует, чувствует, как ходили тут птицы. Птицы ходили. И туда-сюда бегает, лает. Хотя уже, наверное, все. Птица улетела. Похоже на то. Красиво тут, очень сухо. Там сыро, здесь сухо такой. Бугорок такой, яголь. Да. Нам надо в совсем другую сторону идти. Туда уже заходить не будем. Время только теряем. Тут тоже вот как будто натоптано. Там медведь не так, хрен его знает, кто прошел. Ух ты, ебитая мать. Точно медведь тут, смотри. О, что творили тут. Копался он тут. Конкретно, ребят. Нифига у него тут лежанка такая. Ну, смотрите, тут череп какой-то. Череп. Не знаю от чего. Кости. Надеюсь, не у человека. Вот смотрите, какой. Кого-то он сожрал. Вон кости какие. Помет старый, весенний. Помет старый. Так. Тут тоже вон старое все. Так, тут следы
Тут следы более-менее уже свежие. И Тулан что-то нашел. Кости, не знаю от кого-то. Челюсть такая. Вот смотрите, ребята. Медведь тут. Медведь тут. Я не знаю, что он. Или прятал, может, чего. Может, челюсть это от у лося. Молодой лось. Не знаю. Такой падаль такая. Вон, смотрите. Кости такие. Зубы-то есть. Зубы. Опять дождь пошел, блин. Такие картины встретишь, как-то сразу не по себе становится. Вон. А мох-то совсем свежий там. Наверное, может, прятал что-то. Вот это силушка у него. Здесь все свежее. И помьет. Так, штук 5, наверное, уже вижу. Все старое. Весеннее. Нехорошая картина. Вот это да. Яма так яма. Этот угощается. Кого-то зарезал медведь. Кого-то зарезал. А зачем мохом? Или наверное зарыл свежатину, потом уже съел. Пошли, туда. Пошли, мам. Нашел занятие. Не знаю, от какой звери. Или лось, может, или еще. У лося нижние зубы как-то должны быть, а верхних нету. Так, я за рюкзаком напрямик пойду. Опасненько. Опасненько. Мишка тут все-таки не думал, но есть, ходит. Ладно, пойдем. Эта яма тоже, как бы, яму начал что-то копать. И на этой яме, на песке уже глухари. Глухари приходят сюда. Айда. Все, дождь начался.